Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Альфред Бустанов. Мы с вами находимся в здании Татарского театра имени Аляскара Камала. И сегодня поговорим о пространстве, о субъективности, о деколонизации культуры, о строительстве личности в культуре и, конечно, о театре. И о том, что с этим связано с исторической точки зрения, с точки зрения того материального мира, который окружает театр, где театр находится, что театр с собой приносит, какие чувства театр производит в том или ином пространстве. Это как раз темы нашей сегодняшней лекции или разговора. И прежде чем обозначить некую периодизацию, поскольку историки любят периодизацию, любят даты, их хронологии, я бы хотел остановиться на некоторых таких общих моментах, связанных с тем, как история театра или перформанса, тех жанров и моделей, связанных с театральным искусством, могут быть отрефлексированы именно в контексте изучения или нашего понимания национальной культуры и опыта культурного строительства на протяжении нескольких столетий. Прежде всего, наверное, такой центральной категорией, центральным понятием для нас сегодня послужит представление о колониальности и деколониальности культуры. Под процессом колониальности мы будем с вами сегодня понимать постепенное сужение культурного репертуара к некой доминирующей модели, которая формируется путем насилия, насаждения именно вот этой модели культурной, которая воспринимается как единственная, наиболее подходящая и готовая к воспроизведению, насилие по отношению к другим альтернативным формам культуры, которые существовали в прошлом, либо могут присутствовать синхронно в определенный промежуток времени и потенциально могут быть использованы, но когда мы говорим о колонизации, колониальности культуры, то происходит как раз сужение этого культурного репертуара и сужение количества и возможных потенциальных моделей, которые используются культурными деятелями, обществом, в частности, в театральном искусстве. Здесь можно говорить применительно, конечно, к разным отраслям, будь то литература или, скажем, научная история. Но поскольку сегодня у нас речь идет о театре Камала, то мы будем иметь в виду такой кейс. То есть вот пространство деколонизации как раз сталкивается со следующей задачей. Здесь можно говорить деколонизация или депровинциализация культуры. Она видится как раз как задача такая двухсторонняя. С одной стороны, речь идет о расширении максимальном того культурного репертуара, который доступен людям, да, для того, чтобы обогатить культуру, обогатить разговор о том культурном наследии, том богатстве, которое может служить источником вдохновения, может послужить теми моделями, которые используются в культурной работе. И здесь как бы в чем состоит двойственность этого процесса? Это касается как того положения культуры, в котором сегодня мы находимся, то есть попробовать несколько дестабилизировать вот эту доминирующую модель колонизированного, такого вот и во многом провинциализированного видения культуры. И в то же время, с другой стороны, это обогащение вот этих вот вариаций за счет того богатства, которое доступно в исторической ретроспективе. Это такие общие фразы, слова, которые я должен сказать для уважаемой аудитории, чтобы иметь их в виду при рассмотрении каких-то конкретных уже эпизодов исторических. Помимо колонизации, деколонизации, как таких ключевых категорий для нашего анализа и разговора, мы с вами еще поговорим о, собственно, пространстве, о том, где все это происходит, где театр происходит, где перформанс происходит. И другой такой важной категорией для нас послужат эмоции, поскольку вообще культура
как и ряд других явлений человеческой жизни, она во многом ценна тем, что и предписывает, и позволяет человеку ощущать буквально телесно и духовно те ценности и те переживания, которые как раз происходят в пространстве театра. Это не обязательно только что-то происходящее на сцене, но и в целом. Это такой вот симбиоз аудитории и, значит, актеров, и того замысла, и ауры, которая как раз создается происходящим. Хорошо. Для того, чтобы перейти к более конкретным вещам, я опять же вот здесь оговорю о хронологии и тех этапах, которые как раз проходила история перформанса в татарской культуре. Мы начнем с вами разговор о такой домодерной составляющей. Условно, это приблизительно от 17 века к 19 веку. Следующим этапом мы посмотрим на слой татарского модернизма, реформаторства на рубеже 19-20 веков. Затем у нас идет такой мощный пласт история советского нациостроительства, строительства национальных культур и выработки целого нового языка, разговора о культуре и в том числе мироощущения и строительства пространства. Не случайно, что вот мы находимся сейчас именно в здании театра Камала с таким разговором и с такого рода повесткой. Следующим таким интересным, также, может быть, шлейфом, который, с одной стороны, можно включать в советскую эпоху, либо можно смотреть на этот такой период отдельно, это период перестройки и уже постсоветское время. В чем здесь соль, почему здесь много общего именно с советским периодом, об этом поговорим подробнее чуть позже. И, наконец, последний этап, который очень важен, и, может быть, как раз его важность заключается в том, что это происходит прямо сейчас. Это постнациональный этап в развитии культуры, который мы наблюдаем прямо на наших глазах, когда модели, выработанные в советское время, которые считались совсем недавно доминирующими, может быть, в чем-то даже единственными эталоном, которым необходимо следовать, постепенно подвигается критике или становятся менее актуальными и заменяются иными моделями. Или, по крайней мере, происходит поиск вот этого нового языка, нащупывание новых способов говорения, осмысления и практики нового татарского перформанса. И здесь, наверное, не станет большим открытием сказать, что как раз то, что сегодня происходит на различных театральных площадках в городе Казани и за его пределами, в целом в Республике Татарстан, как раз является яркой иллюстрацией того процесса постнационального этапа развития, который мы сегодня с вами наблюдаем. Коротко, значит, обозначив эту периодизацию, мы с вами движемся дальше и остановимся более подробно для начала на домодерном этапе развития перформанса. Конечно, тогда никакого театра еще не было. Театр — это модерное явление. Но о чем здесь можно сказать и что важно именно вот для нашей задачи деколонизации, депровинциализации и расширения того доступного культурного репертуара, о котором мы можем говорить применительно или в контексте тематики театрального искусства, его истории у татар. Так вот, здесь очень важно сказать, что во многом история таких перформативных практик, даже публичных, может быть, представлений в каком-то смысле, связана с историей суфизма в Российской империи. Суфизм, исламский мистицизм, путь самосовершенствования на пути к приближению к Богу было той сферой или той нишей, которая на протяжении многих веков у татар стала таким триггером или пространством для, значит, различного рода экспериментов и культурного производства. В чем-то воспроизводства, то есть употребление и усвоение тех моделей, циркуляции тех моделей, которые были импортированы с Ближнего Востока, со Средней Азии, с Южной Азии. И, конечно, суфизм в этом смысле был очень важен.
История суфизма у татар и в Российской империи по-разному изучена. Мы знаем, что уже в 17-18 веках во внутренних регионах российского государства существовали группы суфиев, которые практиковали громкий зикр. Зикр — это такая практика духовного поминания, которые практикуют суфии, как раз те люди, которые занимаются духовным самосовершенствованием, их так метафорически называют мастерами своего сердца, они концентрируются именно на различных формах работы над своим внутренним миром через воздействие на различные органы и производство чувств. Так вот, громкий зикр у мусульман 17-18 веков в пространстве внутренних районов Российской империи мог выглядеть по-разному. Это могли быть танцы, могли быть сопровождающейся музыкой или рецитацией благочестивой поэзии на разных языках, богопоминания. Нередко или зачастую это могли быть повторения многократные одних и тех же молитвенных формул, которые должны были приводить суфиев в особое такое состояние, в котором как раз суфии ощущают, переживают те эмоции и состояния, халь-ахваль, которым как раз и стремятся вот эти мастера человеческих сердец. Почему мы говорим о громком зикре и о суфизме применительно к перформансу? То, конечно же, такого рода родения, которые зачастую могли быть частью такой общественной жизни, даже публичной жизни, там, поселка или иногда, может быть, даже городской жизни, напоминают нам в чем-то идею вообще театрального в том числе. Поэтому интересно именно смотреть на те практики и те элементы культурные, которые были известны в то время, практиковались в суфийских орденах, в суфийских братствах, для того, чтобы, быть может, на современном этапе каким-то образом находить в этом культурном пласте вдохновение и, может быть, какие-то элементы даже интегрировать в современное театральное искусство. Поскольку вообще суфийское и литературное наследие, культурное наследие и вот этот широкий набор практик, и даже терминологии, который был доступен тогда участникам такого рода практик, он очень широк, богат и именно там очень богатый потенциал для современной театральной работы. Как я уже говорил, очень важна поэзия для такого рода, может быть, суфийских, не обязательно только суфийских перформансов, но и в целом такого рода духовных переживаний, да, поскольку даже за пределами сугубо суфийских практик мы знаем, что в целом у тюркоязычных народов в Средней Азии, в России, в Малой Азии, в османском контексте рецитация поэтических произведений издавна в устной форме, да, являлась таким очень плодотворным полем для творчества, устного народного творчества. И, конечно же, те записи такого рода текстов, они тоже очень могут быть важны и говорят нам о тех формах, которые могут принимать перформанс в татарской среде более ранних эпох. Здесь нужно также подчеркнуть, что поскольку как такого представления о театре тогда еще не было профессионализации, и сочинение поэзии, ее декламация во многом была открытой для представителей разных слоев общества, и вообще умение производить поэзию, ее писать, декламировать, в том числе автобиографическую, то есть писать и говорить иногда экспромтом о собственных переживаниях, о личном духовном опыте, житейском опыте, такого рода поэтических произведениях,
опять же, повторюсь, является таким очень широким и богатым полем для нас, исследователей, историков, литературоведов, и также, конечно же, может являться очень полезным для современного театрального искусства. Другой элемент, вот мы с вами говорили о жанрах, да, о жанрах литературных, о практиках, как суфийский зикр, да, и его формы, о музыкальном сопровождении как части эстетической культуры того времени, которая сопровождала такого рода жанры и формы. И здесь же нужно сказать о очень важном пространственной составляющей. Как я уже сказал, суфизм большую роль играл в духовной жизни людей в то время, и зачастую в поэзии и в описаниях суфийских родений мы видим, что эти такого рода встречи и перформанс, они происходили в саду. И сад, как пространство переживаний, эмоций, как некое метафизическое такое пространство для саморефлексии, для уединения и работы над собой, работы над своим внутренним миром, конечно, на протяжении длительного времени являлся такой ключевой точкой, ключевым пространством для осмысления себя, для разговора с природой и с Всевышним. И, конечно, мы из раза в раз и в литературных произведениях, и в оригинальных, и связанных с личностным каким-то опытом, с описанием субъективности людей, мы видим сад как такую центральную, очень важную категорию, в которой коранические сюжеты и символы, они просто не только присутствуют символически, то есть в каких-то вот метафорах поэзии, но и в буквальном смысле, когда мы видим те или иные литературные, письменные, текстуальные вещи, буквально представленные в материальном мире, из которого состояли сады, в том числе здесь, в Казани. То есть это было частью такой, можно сказать, персоязычной, суфийской культуры татар 17-18 и отчасти 19 века. Суммируя, собирая все эти элементы все вместе, можно сказать, что здесь есть важная составляющая пространственная, да, особое место для особенных практик. Здесь есть составляющая жанровая, есть составляющая звуковая. Звуковая и даже, может быть, где-то связанная с осязанием. Как я уже сказал, чувства очень важны, воздействие на органы чувств является такой вот очень важным элементом для переживания тех людей, которые находятся или участвуют в той или иной мере вот в этом перформансе. Пока еще не театральном, но, тем не менее, связанном вот с той культурой, о которой мы говорим. Так вот, такой звуковой ландшафт действа, он также очень, может быть, важен, и здесь мы можем о многом говорить, поскольку есть в том числе даже описание музыкальных инструментов, которые в комментариях к Корану говорилось, что именно вот на этих музыкальных инструментах или звуки игры на этих музыкальных инструментах услышат праведные мусульмане, которые попадут в рай. Да? И, то есть, опять же, мы здесь видим некую перекличку между материальным миром, который окружал непосредственно людей, то есть они могли сделать эти инструменты, играть на них, и связка такая вот метафорическая, символическая с миром вечности. И в целом вот для вот этого этапа до модерна очень характерна эта тесная связь между жанрами, особенно поэтическим жанром, да, и суфизмом, как таким пространством дискурса и языка, дискурсивного языка, который был предоставлен для акторов культуры, чтобы описывать собственный опыт и описывать те переживания, которые они ощущают именно вот в этом особенном пространстве и звуковом ландшафте, как я уже сказал. Очень интересная эпоха, о ней можно очень много говорить, но мы с вами пойдем дальше и несколько слов скажем о формировании татарской нации и о татарском реформизме на рубеже 19-20 века.
Дело в том, что и вот где-то примерно в этой плоскости уже начинается постепенно такое явление, как колонизация культуры. Здесь более точно здесь можно сказать о процессах европеизации и стремление поймать вот эту идею о прогрессе, о том, что, во-первых, существует татарская нация, что у прогрессивной части татарской интеллигенции должно быть представление о тех элементах культуры, которые есть у цивилизованного мира, у Европы. И, конечно, театр является одним из таких элементов. Да? И как раз рождение татарского театра как формата, как жанра, как, опять же, некого пространства относится именно к этому времени. Относится к времени появления татарского реформаторства, джадидизма и всех, значит, целого этого дискурса, который артикулировал стремление татарской культуры встроиться вот в цивилизованную европейскую культуру и описывать себя через вот этот язык модерна. Что для этого периода характерно? Ну, здесь можно именно вот как раз подчеркнуть, что, наверное, стремление воспроизвести и перевести на татарский язык вот эту парадигму европейского романтизма, она, наверное, доминирует в это время. Сложно сказать, чтобы здесь была какая-то оригинальность в этом, потому что такого рода феномен, как вот, зарождение национального театра, как раз характерен для мусульманских народов этого же времени в разных уголках мира. Появлялись такого рода вот деятели, интеллектуалы, культурные деятели, которые несколько дистанцировались от традиционных форм и жанров суфизма, мусульманской культуры, более ранних эпох, и предлагали свой формат, чтобы встроить их собственную культуру в сомн прогрессивных наций. И, конечно, главным таким здесь элементом является именно вот эта очарованность европейскими культурными моделями, идеи прогресса и светскости, конечно. Уже тогда платок становится неким таким символом религиозности и отсталости, которые, значит, потом уже в более позднюю эпоху советского атеизма артикулируется именно как такое вот направление для атаки, для того, чтобы включить татар в число цивилизованных народов. Нельзя просто сказать, что... Или как, нельзя игнорировать вот этот короткий промежуток исламского реформаторства в татарской среде, тем более, что это невозможно сделать просто по той простой причине, что именно к этому времени, именно к этому феномену приковано внимание исследователей и в целом такое представление о серебряном или золотом веке татарской культуры как раз связано с эпохой джадидизма. И вновь, когда мы слышим о том, какая же культура в истории татарского народа, какая эпоха является наиболее ценной, то мы как бы возвращаемся вновь и вновь именно к этому времени, которое иногда даже называется эпохой татарского ренессанса. Да? Даже вот в выборе слов и подходов к характеризации такого рода культурного явления мы вновь видим, что вот европейские модели, они оказываются такой референсом для культурного производства. Если мы движемся дальше в советскую эпоху, то здесь мы видим, конечно, мощную перестройку того, что существовало до этого. С одной стороны, вроде бы риторически татарский театр советского времени старался говорить о преемственности, которая существовала с дореволюционными формами. Но если приглядеться более внимательно к тем идеологическим форматам и фреймам, которые создавались государством для того, чтобы
определять, что есть национальная культура, то, конечно, окажется, что больше различий, чем общего. Если дореволюционная татарская театральная культура была во многом светской, но она не могла радикально отказаться от собственных корней и от мощного такого присутствия мусульманского элемента, мусульманской лексики, арабской графики даже, да, и каких-то элементов, может быть, пространственных, в которых все это происходило, то советская национальная политика и результаты этой политики, они, конечно, производили новые форматы, и атеистическая составляющая здесь была одной из важных. То есть театр во многом играл вот эту роль как раз дистанцирования от собственного духовного опыта, от тех культурных пластов, которые так или иначе были связаны и с суфизмом, и с международными глобальными связями, и с тем многообразием языков и вненациональной, может быть, такой культурной парадигмы, которая была нормой и была присуща для мусульман Российской империи на протяжении длительного времени. И присутствие каких-то персидских культурных моделей, и доступность арабского языка, и циркуляция османских текстов, и культурных элементов. Это все на протяжении длительного времени присутствовало, было частью повседневности. И в советское время как раз вот этот процесс провинциализации и строительства именно национальных культур в противовес открытых транснациональных, глобальных, трансрегиональных таких вот сетей и возможностей переключения кодов с разных языков, эти возможности сокращаются в советское время и сводятся во многом к одному такому шаблону, который помещался в такую некую оболочку здания, в котором живет национальный театр. Для, опять же, вот советского этапа характерно, ну, собственно, все то, что уже стало, так сказать, азбукой и элементарными такими вещами, знакомыми для всех, кто изучает советскую историю. Это, с одной стороны, формирование национального самосознания у различных народов Советского Союза через реформу графики, через реформирование языка, избавление от персидских арабских заимствований, через открытие специальных институций для развития национальной культуры, будь то советский театр, будь то кинематограф, будь то опера. И в каждой из национальных республик, либо в тех местах автономных национальных республик, появляются такого рода очаги культуры, которые как раз и воспроизводят примерно один и тот же набор культурных моделей, которые зачастую, ну, нельзя сказать, спускались сверху, но становились такими элементами скорее вот того, что я называю узкий набор или узкий круг культурного репертуара. Укрепление и нормализация национального проекта произошло в послевоенные годы. Первое поколение советских школьников в это время получили полностью светское образование, поступили в театральные училища, где европейская эстетика являлась единственным мерилом успеха. И с этого времени примерно начинается вообще целый такой акцент на фольклоризации культуры. Народные мелодии, народная одежда, народный орнамент, что придавало новому проекту аутентичности. То есть с этим связан тоже такой аспект, показывающий связку татарского театра, советского извода с другими проектами как раз советского нациостроительства. Будь то наука и образование, позднесоветская национальная интеллигенция считала театр пространством всего национального. Музыка, естественно, художественная литература. И Союз писателей ТАССР, конечно, здесь большую роль играл. И, конечно же, другие национальные театры в национальных республиках, работавшие в таких же, значит, условиях и в таком же формате. То есть здесь существовала так целая матрица, которая подпитывала друг друга. Здесь, конечно,
что можно сказать? Вот как быть с советским опытом и с советским театром, и с советскими моделями строительства? Полностью просто отрицать этот опыт и сказать, что все, теперь мы строим что-то совершенно иное, наверное, глупо, бессмысленно и слишком жестоко, потому что как раз-таки секрет колонизации, колониальности культуры заключается в том, что у большей части общества нет доступа больше никаким иным моделям культуры, нежели вот то, что предоставлялось этими институциями, этими учреждениями. И если им сказать, что на самом деле это все неправда и происходит такое расколдовывание советского проекта, то может просто произойти разлом, поломка в целом интереса к культуре и произойдет некая потеря, такая фрагментация, да, и в обществе, и, может быть, у отдельных людей тоже. Чтобы этого избежать, конечно, гораздо продуктивнее это интегрировать опыт на каждом из этих этапов, про которые мы говорим, и находить в них что-то полезное, находить в них что-то трогающее сердца, и, может быть, использовать для каких-то референсов и месседжей для переосмысления, продуктивного переосмысления этого опыта, а не лишь его отрицания. И здесь, конечно, в этом смысле очень интересно, как складывалась судьба этих советских моделей в эпоху перестройки и в постсоветское время, в 90-е, 2000-е годы. Можно было бы подумать, что после развала Советского Союза и после исчезновения необходимости следования обязательного тем моделям идеологическим, которые существовали в советское время, тем не менее, все равно именно даже после исчезновения такой системы насилия, что ли, можно сказать, над культурой, большинство тех практик и той эстетики, и тех форматов и жанров, и того даже визуального ряда и эмоционального какого-то посыла, который татарский театр воспроизводил, оставалось по-прежнему. По-прежнему оставались именно верными во многом советским культурным моделям. В чем-то это может быть выглядеть удивительно, поскольку, казалось бы, границы, которые раньше устанавливались, они теперь подняты, и можно экспериментировать, можно по-новому взглянуть на собственный опыт и попытаться выйти за границы своего себя. Однако же это не произошло как раз именно благодаря или по вине, или по причине такого длительного процесса как раз вот того, что и называется колониальностью. Колониальность не заканчивается с поднятием границ. Она не заканчивается с прекращением существования вот этого режима контроля над культурой. Единственное, что может привести к пересмотру этих культурных моделей, только рефлексия и именно такая мощная культурная работа по расширению доступного культурного репертуара, включению новых элементов и такого критического переосмысления собственного опыта. Только тогда, только в таких условиях может появиться новые вот на стыке со старыми моделями, со старыми вариантами и с каким-то стремлением к обновлению. На наших глазах мы, пожалуй, сейчас наблюдаем вступление в новую стадию, которая изнутри, может быть, в меньшей степени даже осознается, или, может быть, осознается как кризис, как поиск идентичности, как стремление к переосмыслению собственного национального, культурного опыта, исторического опыта. И я называю этот этап постнациональным. Постнациональным по отношению к советским моделям и к советскому опыту. Именно сейчас на наших глазах происходит постепенное даже изменение пространственного принципа того, где театры находятся. Вот мы с вами сейчас, хорошо это будет видно на картинке нашего видео, находимся в здании театра Камала, построенного в 1986-1987 году, как раз в эпоху перестройки, полных надежд возрождения национальной культуры. И не случайно, что именно это здание, это пространство ассоциируется у татарской интеллигенции, у татарских культурных деятелей и у широких
масс татарского народа с именно стержнем, с таким олицетворяет, можно сказать, высокую татарскую культуру, которая и существовала в этот промежуток времени между поздними 80-ми годами и вплоть до современности. Это пространство в чем-то, может быть, даже стало таким музеем со своей историей, со своей аурой, в чем-то, может быть, несколько даже театрализованные внутри самого театра, да, такое пространство перформанса, в котором происходили разные события жизни татарского народа, начиная там от регулярных конгрессов татар и вплоть до прощания с видными деятелями татарской культуры, науки, которые также проходили буквально вот в этом холле, в котором мы сейчас с вами находимся. И переезд театра в новое здание и поиск новых моделей и поиск того языка, эстетического языка, пространственного, культурного, который бы позволил театру критически оценивать самого себя, самое себя, позволил бы выйти за границы того узкого культурного пространства, в котором он находился на протяжении длительного времени. Это, конечно, очень такая сложная задача. И, может быть, в чем-то даже рискованная, потому что в этом-то пространстве все понятно. Здесь уже все устаканилось, установилось, и здесь понятные образы, легко считываемые символы, с которыми связаны ностальгические чувства. Залы театра имени Галиаскара Камала буквально наполнены слезами татарского народа, смехом там, комедийных постановок. То есть эмоционально, конечно, здание театра очень нагружено в этом смысле. И насколько выигрышным, насколько продуктивным станет новое пространство, как раз во многом зависит от той интеллектуальной, культурной работы, желания и готовности к экспериментам, которые готовы продемонстрировать все участники этого нового проекта и, конечно же, общество в целом, потому что театр не бывает без зрителей, театр, безусловно, является частью татарского народа, российского общества в целом. И тот облик, и то пространство, тот дух, который будет производить современный татарский театр, как раз зависит во многом от того, какими моделями мы сегодня воспользуемся, как мы будем актуализировать собственное прошлое, каким образом мы актуализируем те участки нашего наследия, которые сегодня, может, окажутся наиболее актуальными в языковом смысле, в эстетическом плане, в плане открытости миру, в плане готовности адресовать некие новые посылы не только для узкой национальной аудитории, но и для всего мира. Это как раз те задачи, которые очень важны, и, быть может, не будет преувеличением сказать, что это задачи не только для труппы, для театра и тех, кто занимается непосредственно разработкой дизайна и архитектуры нового пространства, но и для всех тех, кому неравнодушна судьба татарской культуры в будущем. Именно поэтому разговор о чувствах, о пространстве татарского театра, он так важен. Так важно говорить сегодня о тех формах, тех жанрах, институциональных формах, которые принимает татарская культура на сегодняшний день. И не только она, поскольку в той ситуации, в которой сегодня оказались татары на сегодняшний день, в Российской Федерации, она очень похожа и парадигмальна, и близка тому, в какой ситуации находятся наши братские народы в других уголках нашей страны и на всем постсоветском пространстве. Задача переосмысления, критического отношения к собственному опыту и поиска, культурного поиска и открытости, она, конечно, как никогда актуальна в наши дни.